Привет, Лен. Привет, Вика. Ты сегодня как-то по-праздничному одета. А я смотрю, ты нет. Ну, как смогла. Пойдем? Пойдем. Добрый день. Здравствуйте. А вы куда? Мы на парад журналисты. Как ваша фамилия? Черенкова. Все, проходите. Спасибо. Как ваша фамилия? Здравствуйте, Базгадзе. Вас нет в списках. Как нет? Лена! Прости, не судьба. А мне пора на парад. К сожалению, моей коллеге Виктории Базгадзе не удалось прорваться через кордоны и попасть на парад Победы. Мне же посчастливилось оказаться в списках аккредитованных журналистов. И сейчас буквально с минуты на минуту в центре Владикавказа на площади Свободы ровным строем прошагают отряды. Ребята уже готовы. Первыми на площадь выйдут, как и положено по традиции, ветераны Великой Отечественной войны. Затем пройдут коробки военнослужащих, а замкнет парад тяжелая техника. Друзья, в этот день очень сложно давать какие-то комментарии. Я предлагаю просто посмотреть, какая была мощь у советской армии и как сейчас вооружена российская. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. Официальная часть парада Победы закончилась, а это значит, что пора вспомнить тех, благодаря кому случилась эта победа. Бессмертный полк. Ежегодно к этой акции присоединяются сотни людей. Сколько в этом году человек вышли с портретами своих героев, посчитать практически невозможно. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Если почтить память каждого погибшего минутой молчания, то весь мир бы замолчал на 50 лет. Если каждый погибший выйдет на парад памяти, им придется идти 20 дней. Это, конечно, все хорошо, но Вике все-таки нужно позвонить и узнать, где она. Я ее нагло бросила. Алло, Вика, а ты где? Алло, Лен, я в парке. Да, слушай, я тут столько всего нашла, столько всего успела сделать. Вот. То есть пока я работаю, ты развлекаешься? Ну да. Ну, приходи, в общем, Лен, давай, иди сюда. Понятно. Хорошо, я сейчас к тебе присоединюсь. Лена, ну сколько тебя можно ждать? Я уже очередь заняла, пошли. Что ты опять придумала? Пойдем.
Вика, очень насыщенная программа. Я устала. Слушай, пойдем посидим, там на площади Свободы показывают кино. Отлично, люблю военные фильмы. Ну что, Лена, хорошо, мы сегодня с тобой отработали, и можно даже сказать, что не поработали, а отдохнули по-настоящему. Да, Вика, особенно ты. Ну, я на самом деле тебе очень благодарна, что ты меня вытянула с официальной части. Мы прошлись по парку, приняли участие в различных акциях, флешмобах. В общем, отлично провели время. И хочется, знаешь, что еще добавить, Лен, хотелось бы, чтобы у нашего города, у всех людей было побольше именно хороших событий, больше хороших поводов собираться вот так вот всем городом, выходить на площадь, в парк и проводить весело и дружно время вместе. Я с тобой полностью согласна. С вами была Осетия Ньюс. До встречи!